фондах музея хранятся личные записи, письма, конспекты уроков по литературе талантливого редактора и педагога Генриха Эйхлера. Генрих Эйхлер был выслан из Москвы в Осакаровский район осенью 1941 года из-за немецкой национальности. В 1948 году Эйхлеру удалось перебраться в Караганду, где он устроился учителем и преподавал литературу в школе номер 3. Последние годы своей жизни Генрих Эйхлер не терял оптимизма. В одном из своих писем своему другу Русаковой он пишет: «Держусь я, видимо, тем же чудом, каким держались и восставали из мертвых на войне. Огромной волей к жизни, любовью к жизни и к людям, чувством партийной ответственности, если можно так сказать. Я считаю, что должен быть человеком для других, пока не иссякли последние силы во имя будущего, в которое я верю всем своим существом. В этой моей работе сейчас и жизнь, и смысл, и партийный мой долг. Теперь я знаю, что это действительно самая, может быть, трудная работа – воспитание новых людей. Увлечен я ею по-настоящему. Когда я среди своих учеников и воспитанников, когда я занят делом для них, я забываю о своем положении совершенно. И знаете что? Рассказать обо мне могли бы только мои ученики».